С 21 по 23 февраля в столице Франции прошло внеплановое консультативное совещание Национального собрания Восточного Туркестана и Движения за независимость уйгурского региона. Глава Национального собрания Сейит Тюмтюрк опубликовал в социальной сети следующее заявление. «Мы провели совещание с представителями собрания из Америки, Турции, Франции, Германии, Норвегии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов. Кроме этого, активисты и представители Национального собрания и различных общественных организаций Казахстана, а также Японии приняли участие в совещании при помощи телеконференции. В общей сложности в совещании участвуют представители уйгурских организаций из 30 стран. Основной темой собрания стала готовность принять немедленные меры для определения судьбы Восточного Туркестана при любом стечении обстоятельств и изменениях, которые могут произойти в Китае». В городе Кахраман-Мараш состоялось открытие филиала образовательного фонда имени Сатука Букрахана, главный офис которого расположен в Стамбуле. В церемонии открытия, которая состоялась вчера, приняли участие глава попечительского совета фонда доктор Джеляль Эрбай, ректор университета имени Сютчу имама доктор Ниязид Джан, заместитель председателя фонда Алимджан Бугда и представители неправительственных общественных организаций. Открытие филиала состоялось после молитвы, произнесенной старым муфтием города Кахраман-Мараш. Во время мероприятия, в котором приняло участие около 200 человек, был накрыт стол с традиционным уйгурским пловом. Специалисты сообщили, что инкубационный период коронавируса нового типа может достигать 27 дней. Информационное агентство Global Times, подконтрольное Коммунистической партии Китая, издало статью, в которой было указано, что инкубационный период вируса у 70-летнего инфицированного китайца из района Шинонджия провинции Хубэй составил 27 дней. Ранее, 13 февраля, Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщала, что инкубационный период COVID-19 может составить 24 дня. За последние сутки в Китае было выявлено 397 новых случаев заболевания. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 76 288. Жертвами вируса стало 2347 человек. В свою очередь, Министерство образования Ирана сообщило, что в связи с эпидемией в 12 провинциях страны было приостановлено обучение. Число людей, инфицированных коронавирусом в Южной Корее, достигло 346. Причиной быстрого увеличения числа зараженных стал ритуал, проводимый в церкви Тегу. Центр профилактики заболеваний сообщил, что было зафиксировано 142 новых случая, источником которых стали прихожане вышеупомянутой церкви. Специалисты сообщили, что первой была заражена 61-летняя женщина. В связи с эпидемией коронавируса юго-восток страны был объявлен особой административной зоной. Власти закрыли общественный парк в Сеуле и запретили проведение митингов. В средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки появилась информация о том, что Россия оказывает поддержку кандидату от партии демократов Берни Сандерсу. Согласно информации Вашингтон-Пост, факт вмешательства России в президентские выборы был выявлен американской разведкой. Разведка предупредила об этом самого Сандерса, Трампа и конгрессменов. В свою очередь, Берни Сандерс подтвердил, что был предупрежден об этом месяц назад и призвал Россию сторониться провокационных действий.